Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ученые ислама о масхабах. Один из крупнейших ученых Египта 16 столетия, имам Аш-Ша'рани, который родился в 1493 году и умер в 1565 году по григорианскому календарю, в своей книге «Мизан аль-Кубра», разъясняющей знания по фикху 4 масхабов, пишет следующее. Существующие на сегодняшний день 4 школы, масхабы и существовавшие в прошлом, но забытые со временем масхабы Ахль-Сунна валь-Джамаат верны и истинны. Преимуществ друг перед другом не имеют, так как взятые из одного и того же источника. Во всех школах есть предписания разной степени сложности. Если последователь, имеющий возможность исполнять более сложные предписания своей школы и ищет легкие пути в других масхабах, то он принимает опасное решение. Использовать более легкие пути остальных 3 масхабов в исполнении некоторых поклонений имеет право лишь тот, кто физически не может действовать по фетвам своей школы ввиду болезней или других уважительных причин. В противном случае верующий, не придавший значения решениям своего масхаба, рискует отойти от последователей сунны, а значит и сбиться с пути спасения. Использование же в отдельных поклонениях более сложных форм исполнения указанных в других масхабах говорит о духовном росте мусульман. Но для этого необходимы знания по всем школам. Действовать по собственному разумению, не придавая значения указаниям основателей масхабов, очень опасно. В сравнении со знаниями этих великих имамов, муджтахидов самого высшего разряда, знания других мусульман, просто говоря, ничто. А вот мнение известного ученого 17 столетия, жившего в Сирии, Исмаиль бин Абдуль-Ани ан-Наблюси, который умер в 1652 году по милади. В своем 12-томном произведении «Аш-Шарх ад-Дурар» он пишет: мусульманин не обязан следовать только одному масхабу. Он может в случае затруднений исполнять отдельные предписания и по другой школе. Однако при этом должен соблюсти все условия этого масхаба в исполнении поклонений. При исполнении разных предписаний, не связанных друг с другом, у мусульманина есть право выбора любого из 4 школ Ахль-Сунна валь-Джамаат, если исполнение данного поклонения затруднено по правилам своей школы. Другой крупнейший ученый 19 столетия из Сирии Ибн аль-Абидин аль-Димашки, который умер в 1836 году, в книге «Раддуль-Мухтар» пишет по этому поводу следующее: совершать какое-либо поклонение, выискивая и используя самые легкие способы из разных школ, не разрешается. Например, по масхабу имама Абу Ханифа омовение будет нарушено, если на коже у совершившего омовение появится кровь. Надо будет совершить повторное омовение. В масхабе имама Шафи'i просто вытирают кровь, и омовение не нарушается. В другом случае, если совершивший омовение прикоснулся кожным покровом к посторонней женщине, по масхабу Шафи'i омовение нарушается. По масхабу Ханафи никакого нарушения не будет. И намаз можно исполнять без повторного омовения. Если же у совершившего омовение на коже появилась кровь, а также он соприкоснулся с кожей женщины, необходимо повторное омовение по обоим школам, так как произошло совокупное нарушение. Таким образом, совершая какое-либо поклонение по своему масхабу, нельзя в то же время
то же самое время следовать и другой школе. Как было отмечено выше, указаниями других школ можно пользоваться в крайнем случае. Использовать фетвы других масхабов под силу лишь тем, кто хорошо изучил данный вопрос по всем 4 школам. Совершать собственный иджтихад, как предлагают отдельные реформаторы, в наше время невозможно. Для этого, как минимум, необходимо знание всех 4 масхабов и знание по 20 основным и 80 сопутствующим наукам. Достаточно сказать, что только в масхабе имама Абу Ханифа самим имамом и его главными учениками Абу Юсуфом и Мухаммадом аш-Шайбани на основе Корана и Сунны разработаны 500 тысяч вопросов. Из каких источников черпаются знания? Источников знаний, куда муджтахиды обращались для разрешения религиозных вопросов, всего 4. Это Кур'ан аль-Карим, благородный Коран, хадисы пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи сунна, аль-Иджма, согласованные мнения по вопросам вероучения и религиозного права ученых первых 3 поколений, сахабы, табиин, и аль-Кияс, решение, полученное методом суждений по аналогии. Собственно говоря, если учесть, что и аль-Кияс, и аль-Иджма также основываются на аятах Корана и Сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи, то источников знаний всего лишь 2. Если муджтахиды не находили в благородном Коране ясного указания для разрешения нужного вопроса, то искали ответ в хадисах пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи. Не найдя ответа и там, обращались к аль-Иджма. И если не было по этому вопросу согласованного решения сподвижников, табиинов и табиинов, ихних учеников, ученых первых 3 поколений, то лишь в этом случае муджтахид решал вопрос методом сопоставления по аналогии кияс. Способов иджтихада вначале было 2. Первый путь – это метод ученых Ирака, так называемый путь ар-Раи, метод сопоставления аль-Кияс. После сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, и их учеников этот масхаб возглавил имам Абу Ханифа, Нуман бин Сабит, рахматуллахи алейхи. Второй путь или способ иджтихада – путь ученых Хиджаза, называемый ар-Ривая. Эти ученые использовали при иджтихаде вместо аль-Кияс обычаи и предания жителей Медины. Главным муджтахидом этой школы являлся имам Малик бин Анас, рахматуллахи алейхи. Он жил в Медине. В то время будущие имамы аш-Шафии и Ахмад ибн Ханбал брали уроки у имама Малика, рахматуллахи алейхи. Имам аш-Шафии, изучив метод имама Малика в Медине, поехал в Ирак учиться у имама Мухаммада аш-Шайбани, одного из известнейших учеников имама Абу Ханифа. После изучения этого пути и достижения уровня иджтихада, он на основе этих 2 школ создал свой 3-й масхаб. Имам Ахмад ибн Ханбал также изучал метод аль-Кияс в Ираке у учеников имама Абу Ханифа. Ахмад бин Ханбаль знал на память огромное количество хадисов и при иджтихаде обычному киясу предпочел сопоставление хадисов и создал свой путь, 4-й масхаб, отличающийся в методологии от предыдущих школ масхабов.
Ученые по фикху подразделяются на 7 уровней. Упомянутые выше 4 имама были из самого высшего разряда муджтахидов. Высший разряд – это основатели масхабов. Ученые ислама пришли к выводу, что спустя 400 лет после хиджры никто из муджтахидов не достигал уровня первых вот этих 4 имамов. На протяжении последних 1000 лет жили и трудились ради Всевышнего Аллаха немало выдающихся ученых ислама, но ни один из них не претендовал на то, чтобы поставить себя выше основателей масхабов. Напротив, все они отдавали должное мутлак муджтахидам и в своем иджтихаде не выходили за рамки, определенные основателями этих школ, этих масхабов. Среди них такие выдающиеся ученые, которые были высокого уровня, но не выходили за рамки своих масхабов. Это Абу Юсуф, ученик Абу Ханифы, который родился в 731 году и умер в 798 году по григорианскому календарю. Мухаммад аш-Шайбани родился в 749 году, умер в 804 году по григорианскому календарю. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали, который родился в 1058 году и умер в 1111 году. Ар-Рафии Абдуль-Карим бин Мухаммад, имам аль-Байдави, Кази Абдуллах бин Умар, Такиюддин ас-Субки, Зияддин Халил аль-Джунди, Абдул-Вахаб аш-Шаграни, Ибн Хаджар аль-Макки, Аль-Биргиви Зайнуддин Мухаммад бин Али, имам Раббани Ахмад Фарук аль-Сирхинди, Абдул-Гани аль-Наблуси, Ибн Абидин, Юсуф аль-Набхани. Одно перечисление имен всех выдающихся ученых составит в объеме целую книгу. Эти имамы являются авторами фундаментальных трудов. Вот название некоторых из наиболее ценных произведений, признанных во всем исламском мире. Это Ихья улюм-ад-Дин имам Газали, Анвар ат-Танзиль имам аль-Байдави, Ат-Таухид фи шарх аль-Мухтасир ибн Хаджиб, или сокращенно Мухтасар аль-Халиль имам Зияддин Халиль аль-Джунди, Мактубат имам Раббани, Хулисат ат-Тахкик фи баяни хукм ат-Тaqlid, Ват-Талфиq имам Абдул-Гани аль-Наблуси, Тухфа аль-Мухтаж ибн Хаджар аль-Макки, طريقة المحمدية إمام البرجيوي، رد المختار على الدرر المختار إمام ابن عابدين، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري. В этих произведениях можно найти ценнейшие сведения по всем разделам религиозных наук. Они являются главными источниками знаний по исламу, так как написаны на основе священного Корана и сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха Мухаммад в своих хадисах предупреждал нас о том, что появятся многочисленные группы, идущие по ложному пути, появятся в большом количестве лжеученые, вольно, по своему разумению, трактующие аяты благородного Корана и хадисы пророка Мухаммада. Поэтому мусульмане, причисляющие себя к Ахлис-Сунна валь-Джамаат, должны избрать один из масхабов приверженцев сунны и следовать этому пути. Следовать таклид значит читать книги ученых, суннитов, прежде всего книги по фикху своего масхаба. Это путь к спасению. Да простит Всевышний Аллах всех тех, кто идет по ложному пути, и наставит их всех на путь истины, указанный в благородном Коране и Сунне, пути Ахли-Сунна валь-Джамаат.